Лук у нас Лук у нас, видите, он какой цвет? Да, красивый, да? Золотистый, красного цвета. Все, добавляем уже смело мясо. Садык, а сколько вариантов плова существует? Я читала, что очень много вариантов. Ну, конечно, сейчас плов, он очень знаменит собой. Очень многонациональное блюдо. Можно увидеть его в Азербайджане, в Туркменистане. А где самый вкусный? Ну, конечно, у нас таджиков. А плов – это праздничное блюдо или все-таки такое обычное, будничное, которое вы едите каждый день? Нет, это, конечно, праздничное блюдо по праздникам. Или когда у нас просто в гостях очень такие знатные люди, почетные люди. Таджикам повезло родиться в тепле и зелени, поэтому на их столе всегда много фруктов и овощей, а горячая пища богата специфическими приправами. Тысячелетиями у них складывались своеобразные кухонные технологии. Мясо готовят в казане и на мангале, овощи в пароварке. Для любого блюда мясо обязательно обжаривают, а потом уже варят. И суп в этом случае становится коричневым, со специфическим вкусом. Мясо для супов не снимают с кости, а при жарке ни в чем не обваливают. Жарят на хлопковом масле, предварительно раскаленном. Лук и чеснок в казан кидают целыми головками. Крупам предпочитают рис и бобовые, особенно горох нут. Жидким супам густые, а мясные блюда, наоборот, делают полужидкими. Из всех видов мяса выбрали баранину и козлятину, а также дичь, перепелов и куропаток. Иногда употребляют кур, но не едят гусей, уток, свинину, а также очень мало рыбы. Из баранины готовят шашлык, жаркое, голубцы. Очень много приправ, из которых особенно ценится красный перец, шафран, барбарис и зира. Здесь принято Новый год. А Наурус у нас, это считается нав, это от слова новый, а рус – это день. А как отмечается этот праздник Навруз? Собирается народ, весь народ, который живет там, и там проходят всякие соревнования. Есть такой тоже вид спорта у нас, бускаши. Например, толпа там из 10 или 15 человек, они сидят на лошадях, они берут шкуру баранины, и кто первый ее донесет до определенного места, тот и победитель. Ему вручаются специальные призы там, и там всякие праздники, на которых награждают всякими коврами, там могут подарить там красивого барана там больших. И вот так праздник у нас проводят там Наурuz. Ну, как я поняла, этот праздник чисто мужской, да? Ну, конечно. А что девушки делают? Это все на лошадях, и там, я думаю, женщины вообще не место. Как же? А женщины? Как они соревнуются? Что они делают на этом празднике? У женщин там одно. Они наряжаются в своих традиционных, национальных, платьях. И очень, народу показывают свои традиции. Там всякие бусы, всякие там тюбетейки. И показывают свои изделия, которые они приносят, конечно, на этот праздник. То, что они готовят дома. Лепешки всякие, вкусняшки. Да, дорогие телезрители, я давно подозревал, что женщины наряжаются больше не для мужчин, а друг для друга. Вот это я понимаю праздник. Принести вкусняшки, похвастаться новыми бусами, не отвлекая мужчин от чисто мужских развлечений. То есть, получается, отвлекают своей красотой. Опять пришли мы к тому же, да. Хотелось сказать, гарных хлопцев. Нарезаем морковку, то же самое, соломочкой. Ну, довольно-таки крупно ты ее нарезаешь. Ну да. Чтобы она у нас там вообще в кашу не превратилась, для этого мы так и делаем. А вообще, плов, он быстро готовится? Ну, если так взять, где-то 50 сил 55 минут. Так хотела тебя спросить, правильно ли я нарезаю перец, но потом вспомнила, что это же я сама предложила сделать такой салат из того, что было у меня в холодильнике. В таджикской салате, который называется шакарол, который мы специально готовим после плова, никогда не добавляется перец. Туда входит в состав огурцы, помидоры, можно добавить лук репчатый и еще посыпать зеленью, и все. Первый рецепт. Этим вы меня хотите удивить. Конечно. И, конечно же, твою жену. Конечно. Расскажи, как вы с ней познакомились? История долгая. Так. Коротенько, минут на 40. Ну, это был новогодний вечер, на котором мы и познакомились. Она была на этом новогоднем вечере
ведущие. А я, как раньше работал диджеем, конечно, не чисто случайно попал на их вечеринку. Новогодний вечер, как бы сказать. И вот я как бы и там познакомились со своей женой, которая до сих пор любим друг друга до бесконечности. До сих пор. Да. Будете вечно друг друга любить. Такая красивая пара. Очень приятно смотреть. Да. Так. Вы не сглазьте нас. Вот. Мясо у нас уже практически готово. В принципе, мясо можно заранее еще подсолить. Вот. А вообще, таджики гостеприимные? Вот как и вы сказали, мы очень гостеприимный народ. Мы очень любим гостей. У нас двери всегда открыты для всех гостей. И у нас такой народ всегда хочет удивить чем-то своего гостя. Или блюдом каким-нибудь, или своим пением, или чем еще другое. Ну, всегда хотят людей видеть у себя перед Дастарханом. Таджикское застолье проходит на мягких диванах за низеньким столиком, дастарханом. На нем скатерть, кругом ковры. Большая часть пищи подается на подносах в пиалах разного размера. Сначала разносят чай в маленьких пиалах, затем суп в больших. И только мясное на большом блюде, рядом с которым ставится блюдце со свежими овощами. Я много всякой литературы изучила и вычитала, что любимое блюдо вашего президента называется шакароб. Да. Что это такое? Поподробнее расскажи мне, пожалуйста. Само это блюдо, шакароб, оно, в принципе, она готовится только летом. Ну, большинство летом. Потому что это вот берется лепешка, горячая лепешка. Она нарезается у нас даже есть такая чашечка, вот могу показать. Вот, считай, возьмем такая тарелочка у нас. Так. Из дерева. Туда нарезается кусочками мяса, это лепешка. Вот. Заливается кислым молоком, сверху сливочное масло, овощи и, конечно, зелень. Это вот у нас подается всегда летом. Очень охлажденное такое блюдо. А жена твоя хорошо умеет готовить? Да, она тоже всегда меня удивляет. Но она большинство любит европейскую кухню готовить. У нее это очень хорошо получается. Всякие там рыбные блюда. И очень хорошо она делает всегда дамлама. Есть у нас тогда тоже такое блюдо, дамлама. Это овощное блюдо такое, которое кладется в казане, то же самое делается под паром, но готовятся слоеные все слоеные овощи. Там кладется и морковка, капуста, болгарский перец, помидоры, баранина. И вот это все слоями и под паром. Морковочка у нас готова. Так. Добавляем в наш казан. Смотри, ты тут уже практически плов приготовила, а я до сих пор еще не нарежу салат. А сколько моркови ты порезал? Ну, мы, в принципе, взяли килограмм риса. Если у нас стоит килограмм риса, значит, мы добавляем туда, конечно, килограмм, даже можно и кило 100 добавить моркови. Мы просто морковью не можем испортить плов, потому что еще слаще становится. Все это все мы перемешиваем, конечно, и пассируем морковь. Садык, а чем обычно запивают плов? У нас есть наподобие айрана, но это называется или дух, или пай. Это тоже кислый молочный продукт. Вот. А большинство у нас добавляет, конечно, мы пьем чай. У нас чай всегда стоит на дастархане. Да? Он всегда у нас. Знаешь, когда ко мне в гости приходят семейные пары, мне всегда очень интересно узнать, как все-таки проходят свадебные обряды. Свадьбы у нас везде разные. У нас сначала мои родители. Если мне понравилась моя жена, вот как в моем случае, мои родители идут свататься к ее родителям. И все это происходит, они договариваются там все. Есть, конечно, родители дают свое согласие отдать свою прекрасную девочку, то все, процесс свадьбы пошел. То есть сначала сватовство? Да. И идет начало у нас, происходит ника, это что такое? Если по-русски сказать, это венчание. Народ собирается немало, до 200-300 человек собирается, и проходит бурная свадьба. Конечно, на свадьбах у нас уже готовят не в таких казанах, а там доходят казаны у нас до 300, до 500 литров могут приготовить плов. Это как же так? Это какому же человеку нужно быть великаном, чтобы приготовить плов в таком казане?